В отдаленном горном селе Шапак на Иссык-Куле закончилось строительство школы, которая была долгостроем. Новое двухэтажное учебное заведение рассчитано на 150 ученических мест. Местные жители рады, что теперь их дети будут учиться в хороших условиях, ведь нынешняя школа уже давно признана аварийной. Зданию, где проходят сейчас занятия, больше полувека. Я хочу пожелать всем ученикам хорошей учебы в новой школе, чтобы наши дети получали отличные знания в комфортных условиях, а нашим учителям удачи, чтобы из школы выпускались будущие профессионалы. На строительство школы было выделено 52 миллиона сомов, была закуплена новая мебель. Все кабинеты уже оборудованы, в том числе и компьютерный класс. В нем подключили новые компьютеры. Сейчас в сельской школе работают 17 педагогов, они также довольны новыми условиями труда. Старая школа работала со дня основания нашего села. Сейчас она находится в плохом состоянии. Старый пол и стены, но уже скоро мы начнем учебу в этом новом отличном здании. Рады все учителя, дети и местные жители. Новая школа современная такая, о какой мы мечтали. А это уже новое здание для детского садика номер 12 в городе Каракол. Оно состоит из 2 этажей. Спальные комнаты, столовая, коридоры и другие помещения оборудованы необходимой мебелью. Во дворе детская площадка. В новом здании имеется все необходимое для творческого и интеллектуального развития воспитанников. Бұл бақша 5 тайпаға лайықталып салынған. Детский сад рассчитан на 5 групп. Для каждой группы имеется своя игровая и спальная комнаты. Отдельно для мальчиков и отдельно для девочек. В каждой спальной комнате предусмотрен душ для обеспечения гигиены детей. В новом здании отличные условия. Новый детсад – это отличная новость для всех нас. Это вклад в будущее наших детей, в их образование. До открытия здания остается немного времени. Оно большое, светлое, комфортное. Мы будем вкладывать все усилия, чтобы наши дети развивались. Отметим, что новое здание этого детского сада было возведено за счет государственных средств. Был выделен 71 миллион сомов. В целом в Иссык-Кульской области завершается строительство 6 социальных объектов. 4 из них – это школы. Мадина Низамова, Джакшылык Чортонов и Ният Эргешева, ЛТР, Иссык-Кульская область.